Таджикистане поддержали возобновление отношений между Ираном и Саудовской Аравией. МИД Кыргызстана вновь рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Таджикистан. Американский беспилотник МК-9 разбился после столкновения с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России начинает новый набор контрактников, цель 400 тысяч человек. Министерство иностранных дел Таджикистана приветствует соглашение Ирана и Саудовской Аравии о возобновлении дипломатических отношений между двумя странами, говорится в комментарии МИД Республики Таджикистан, проведенный Госагентством ХОВАР. В министерстве считают это соглашение важным шагом на пути укрепления стабильности в регионе Ближнего Востока, отмечается в сообщении Госагентства. На самом сайте внешнеполитического ведомства эта информация отсутствует. Ранее власти Ирана и Саудовской Аравии договорились о нормализации отношений между двумя странами, планируют открыть посольство в течение 2 месяцев. В течение нескольких дней секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и его саудовский коллега вели переговоры в Пекине. По итогам было принято трехстороннее заявление. Тегеран и Рияд договорились возобновить дипломатические отношения и вновь открыть посольство в течение максимум 2 месяцев. Министерство иностранных дел Кыргызской республики вновь рекомендует гражданам Кыргызстана временно воздержаться от любых поездок в Таджикистан в связи с тем, что таджикская сторона без официального уведомления продолжает ограничивать въезд в Республику Таджикистан. Отмечается, что по информации посольства Кыргызской республики в Таджикистане, в случае прибытия в международный аэропорт города Душанбе представители пограничного контроля отказывают гражданам Кыргызской республики во въезде. Подчеркивается, что при этом возникают дополнительные финансовые расходы, связанные с приобретением авиабилетов и ожиданием обратного авиарейса в транзитной зоне. Напомним, что еще в мае 2021 года Кабмин Кыргызстана принял распоряжение о введении с 29 апреля 2021 года временного ограничения на въезд, выезд, пребывание, передвижение и транзитный проезд по территории Кыргызской республики граждан Республики Таджикистан. Тогда МИД Таджикистана отреагировала на данное распоряжение Кабмина соседней страны и призвало граждан Республики Таджикистан воздержаться от любых поездок в Кыргызскую республику или транзитного следования в другие страны через территорию Кыргызстана. Американский разведывательный беспилотник МК-9 разбился после столкновения с российским истребителем Су-27 в нейтральных водах над Черным морем утром 14 марта. Об этом сообщило командование силами США в Европе. Минобороны России подтвердило факт крушения беспилотника, однако ничего не сообщало о столкновении. Как заявляет американское командование, 2 российских Су-27 осуществили перехват беспилотника, который выполнял рутинные операции. Один из истребителей, выполняя маневр, задел винт МК-9, после чего беспилотник потерял управление и его пришлось затопить. Сообщается, что инцидент произошел в 7:03 по центральноевропейскому времени. Маневры истребителей американские военные охарактеризовали как непрофессиональные и небезопасные, заявив, что они едва не привели к падению обоих самолетов. Этот инцидент продолжает череду опасных действий российских пилотов при взаимодействии с летательными аппаратами США и союзников в международном воздушном пространстве, в том числе над Черным морем. Такие агрессивные действия российского экипажа опасны и могут привести к непреднамеренной эскалации, говорится в пресс-релизе командования сил США в Европе. Минобороны Российской Федерации выступила с официальным комментарием примерно через 2 часа после американского заявления. По версии ведомства, беспилотник летел в районе Крыма в направлении границы России с выключенными транспонтерами в зоне, где из-за военных действий установлены ограничения на полеты. Для идентификации беспилотника в воздух были подняты истребители. После этого в результате резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет и разбился, утверждают российские военные. О столкновении с истребителем в сообщении Минобороны ничего не говорится.
Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны Российской Федерации. Официальный представитель Госдепартамента США Нейт Прайс заявил, что посла России в США Анатолия Антонова вызвали в ведомство. С 1 апреля в России начнется новый набор контрактников в армию. Для этого Министерство обороны разослало в регионы разнарядки с указанием числа людей, с которыми должны быть подписаны соответствующие документы. Сразу несколько региональных СМИ публикуют общую цифру контрактников, которыми по планам Минобороны необходимо пополнить войска 400 тысяч человек. Утверждается, что основная часть работы лежит на сотрудников военных комиссариатов, а в конечном итоге отвечать за выполнение плана будут губернаторы. По планам Минобороны в Челябинской и Свердловских областях на профессиональную службу должны вступить по 10 тысяч человек, в Пермском крае 9 тысяч. Сообщается также, что во вторник жителям Воронежской области вновь начали вручать повестки в военкоматы, как это было в сентябре прошлого года после объявленной президентом России Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации. Власти региона утверждают, что это делается исключительно для актуализации данных воинского учета. Издание «Верстка» пишет, что военкоматы пытаются компенсировать потери российской армии в дефицитных воинских специальностях. Сейчас это водители бронемашин и артиллеристы. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг, как и ранее, планы по проведению второй волны мобилизации. В Кремле нет таких обсуждений, заявил Песков.